привет, друзья! Бали! Каких-то 5 минут уже все льется, представляете? 36, 100% влажность. Мой поезд уходит. Ладно, на следующий сядем. Приехал в Осака. Короче, когда один, можно снять маску. Это мэрия города Осака. О, какой ветерок. А, дождик начинается. Ну это хорошо. С дождичком прохладно. О, маска мешает. Это мэрия Осака. Такой большой, смотрите. Видно, да? Здесь написано на иероглифе Осака. И в 25-м году будет всемирная выставка. Ну, короче, бампа, как в 1970 году. Так что сегодня мы день рождения празднуем в Осаке. 62 года. Идем дальше. Короче, я освежился. Они к вентилятору воду. Видите? Шланг с водой, и она прям охлаждает паром. Я вот, короче, охладился. Ну, этот храм вы все знаете, он здесь прям среди небоскребов. Че я сюда зашел? Тут можно... Ну, я сегодня один. Вы спросите, почему? Потому что жена на работе, сын на работе, и дочка на работе. А у меня день рождения, поэтому я приехал. А так я бы жену сюда поставил бы, сам сюда залез бы, и кто-нибудь попросил бы, кто-нибудь сфоткал бы мне. Это японские бонсаи. Но самое главное, я здесь пришел за моей любимой коровой. Вот она. Кто знает, я постоянно здесь себя позирую, себя селфую, фотографирую, чтобы у меня усы были крепкими, чтобы зубы не ржавели, глаза, чтобы хорошо видели, уши, чтобы хорошо слышали, рога не надо, ребят, а то вы сейчас все подумали, сапар, рога, чтобы живот не бурлил, чтобы ножки мои ходили. Вот так вот просят. Ну а тут пожелание, кто хочет выйти замуж. Тут вот специально приходят, пишут. Видите? Ну я-то женатый. Жених и невеста. Ну просят благословения у Всевышнего, чтобы или жених, или невеста появилась. Вот тут видите, камни. Ну тут как всегда такая вот красотень, видите? Свои пожелания пишут, сюда вешают.
сюда денежки кидает. Танг-танг-танг. Все дела. А мне дальше идти. Тут вот, пожалуйста. Это означает, что лето и скоро будет немножко прохладнее колокольчики. А тут смотрите, тут тоже бонсай. Ну это японцы, насчет этого японцы молодцы. Так, ну что, идем дальше, выходим. Идем. Короче, я одел маску, потому что все в масках. И мне прям неудобно, неудобно, некомфортно. А так маску оденешь, как свой, без проблем. Никто не смотрит, никто не шарится, не зарится. Все в масках. Ну, можно было и снять эту маску пошли. Ну, блин, не могу, это же Япония. Надо в маске ходить. Сейчас я вам покажу, что такое лотерея. В Японии если купить лотерею за $3, можно выиграть $1 миллион. Вот, пожалуйста. Ну, это не настоящий, но вот типа этого. Если вдруг тебе повезет, вот, пожалуйста, $1 миллион можно выиграть. Ну и здесь тоже охлаждающие вентиляторы. И люди вот продают здесь. Это из-за короны, дистанцию надо соблюдать. Санитайзеры, эти волонтеры. 10 ок это значит 10 миллионов можно выиграть. Вот кто-то выиграл, написали. Джамбо лотерея. Ладно, идем дальше. Все. Вы спросите, что я не купил? А я не верю. Ну, я такой советский человек, понимаете? Я должен все сам заработать честным трудом, потом и кровью. И как-то на душе спокойно, когда я этим пользуюсь. А это же как его? Ну, Лас-Вегас, короче. Повезет, не повезет. Пролетишь, потом будешь сам на себя сердиться. Зачем я купил? Насчет цвета маски. Я не стеснительный человек, поэтому я хожу в любой маске. Розовой. У меня в рюкзаке сегодня такой цвет, вот новый. Знал бы, я белый взял бы. Что-то я утром резко, пока дождя нету, думаю, проеду. Ну и розовый положил. Ну это не розовый, непонятно. Мне лично как-то пофиг, главное маска на морде. Да, ребят? Там я когда-то был в этом ресторане. Сейчас не знаю, подъемник. А вот гром гремит, видите, дождь начинается. Вот он. Короче, ливень будет, я так понял. Ну ничего, мы будем в здании. Здесь что удобно, они подняли пешеходные дорожки вот на 2-й, на 3-й этаж. Вот видите, и очень удобно переходить из одного здания через улицу. Сейчас все здесь строится, облагоустраивается. Это вот знаменитое здание Ханшин. Тут, небоскребы. Там вон строится небоскреб. Я как и чувствовал, Это вытяжка из метро, под землей метро. Сабвей. Вытяжки, фильтр. Воздух фильтрирует, я так думаю. Здесь что-то они обновляют, наверное. Район называется Умеда. Все в курсе, да? Пожалуйста. Туда тоже можно. Вы скажете, Сапар, что там, в России, что ли, не строятся эти дороги переходные эти? Я ничего не спорю. Пожалуйста, стройтесь, делайте, пользуйтесь благами цивилизации. Я не против.
Просто я показываю то, что создано здесь. Это вот Осака Station. Ну, этот Japan линии, японские линии. Это тоже целый комплекс, короче. Туда зайдешь и идешь там, вот эти высотки, там 5-4 штуки, грандовые здания. Так, идем дальше. Ну вот и, короче, карта. Точка, где я стою. Дождик еще не начался. Так, хочу вам показать. Ровно 12 часов начался обеденный перерыв. Все вышли на обед, идут в ресторанчики, забегаловки или за обенто-боксами. Дождик еще не начался, вроде гром прогремел. Ну, классная погода, мне лично нравится. Вот часы с колокольчиками ровно 12 пробило. Я что-то не успел, я пока поднимался. Вон, блин, прекратился этот. Перезвонился, короче. Раньше вот этого перехода не было через дорогу. Пожалуйста, вот сделали переход. Раньше приходилось вон туда, вон через тот пешеходный переход. Или вот с той стороны. А сейчас вот, пожалуйста, они навесной переход. Ну и, естественно, тут украшения. Короче, это по японскому времени 9:40. В Филиппинах произошло землетрясение, 7 баллов. Сейчас вот показывают, все на улицу выбежали, стоят на улице. Это город Манила. Это очень сильно, 7 баллов. А, ну это центр города, ой, этот центр. Я уже путаюсь, блин. Центр станции Осака. Туристы вот, пожалуйста, с детьми уже приезжают. Между прочим, это мэрия Токио. Я, когда были Олимпийские игры, я там фотографировался, у меня есть фотография Олимпийские 2020 Токио. Так, идем дальше, да, ребята? Ну, тут целые высотки эти, небоскребы идут. Сейчас я вам карту покажу, потому что все не охватишь, а тут вот название каждого небоскреба. Так, Меда Плаза. Вот такие вот здания, видите? Северный, восточный. Вот так. Гранд Фронт Осака называется. 12 часов 10 минут. Там пустое место сейчас обустраивать тоже будет. Зеленый парк будет, как в Сингапуре. Ну, мы дизайн видели, а так пока еще не ясно. А там уже, вон, пожалуйста, опять небоскребы строятся. Обеденный перерыв. Короче, вот так хожу и снимаю ее айфоном. Там интересно, туда интересно. Сейчас пойдем туда. Бегов. Ну вот, пожалуйста. Это рекламирует Юката, пожалуйста, одевайте. Мишка зелененький, юката. И это у него сорта фонтанчик. И
Все, эта вода стекает по лестнице вниз. Смотрите как. Прям я тут подошел, прям так свежо здесь. Лестницы стеклянные. И там вот, пожалуйста, видите, терраса. Ресторан. День велика. Классно, да, блин, дороги. Тоже интересный монумент из колясок для лиц ограниченной возможностью. Тут ходить нельзя, но дети вон ходят, пожалуйста. Понятно, да? Вот смотри, это коляски. Это надо обойти, там написано, кто. Вот дети ходят. Ноги мочат, играют. Предыдущий пост я снимал отсюда и говорил, что здесь будет парк. Здесь раньше была железнодорожная станция, ну, развилка, здесь поезда стояли. Вот. Сейчас я иду небесное дерево, ну, здание. Через 5-6 лет вот так будет. Видите, уже будет такой парк будет. Вот небесное дерево. И тут вот сейчас строятся эти небоскребы. Пожалуйста. Наглядное пособие. Как удобно, да? Так, идем туда вон, на Небесное озеро. Сейчас здесь все открыто, они прозрачно, чтобы наблюдать, как строится, как, ну, сроки. Вот так будет облагоустроено, понимаете, вот где я сейчас иду. Деревья будут, дороги будут и даже машины будут ездить. Сейчас все закрыто, все устроится. Длинный перерыв продолжается. Чиновники, пожалуйста, вот работники офисные стоят, курят. Мне надо пойти билет купить и подняться вот сюда. Короче, по местам боевой славы. Я в 95-м году с детьми приходил сюда специально подняться. Тогда в 95-м году это здание было самым высоким. Ну, сейчас уже выше понастроили. Время идет вперед, поэтому мы тоже должны догонять их. Вперед, ребята! 36-й этаж. Так. Ну-ка, пойдем посмотрим окошко. Что там творится, дождя нету еще. А, нет еще дождя. Нет? Там идет, смотрите. Там уже дождь идет. Там пока нет. Ну, успеем. Сейчас залезем на крышу и снимем все. Мне надо вон туда, вот на эту лестницу попасть. Наверное, на этаж ниже надо спуститься. Я поднялся на 36-й этаж, блин, там что-то закрыто. Может быть, из-за короны. В следующий раз пойдем лучше Биг-камера тоже, электронный магазин. В следующий раз придем обязательно. Я поднялся на перекрытие здесь, пришел оттуда, поднялся на 5-й этаж. Там чертово колесо. Здесь что хорошо, здесь перекрыта крыша. А уже 1:10. Я уже 1:10 хожу. Здесь, пожалуйста, обустроили для отдыха искусственные коврики постелили. Тут станция. Ну, смотрите, как отдыхает.
японцы, прям удобно, можно сидеть, лежать. И этот работает охлаждающие вентиляторы. Сейчас подойдем, узнаем. Ну-ка. Ну просто этот фильтрирует воздух. Потому что маски, смотрите, красота какая. Не, ну в России тоже есть, я не спорю. В Москве есть, в Ленинграде есть, в Бишкеке есть, в Ташкенте есть. Я не спорю. У меня же там написано. Снимаю все, что мне нравится. И выкладываю, чтобы вы тоже смотрели и радовались. У нас каникулы начались. Школьные. Поэтому детей много. Да, мужик? Не хочет он что-то сердиться. Ладно, не буду я его снимать. Так. Все, вот Даймар идем. Идем к Даймару. Ух, как тут, блин, прям. Так, нам нужен 14 этаж. Так, здесь надо руки. Тут камера. Так, 36.1. Соблюдайте, говорит, дистанцию. Масочный режим. Вот здесь. Так, это вот сюда нам надо. На лифт. На 14 этаж. Поднялся я на 16-17 этаж Даймару. Вот, хочу вам вид показать с крыши. Тут можно было подняться и на выше, но там гостиница и надо по спецкарточке заходить. В смысле, только аккредитованные лица могут заходить. Так, ну вот Ханшин я снимал. Туда я сходил. Эти здания я тоже снял. Так, строящиеся здания там. Тут обзор плохой, но что смогу, постараюсь снять. Пришел я вон оттуда. Блин, вот говорили, дождь будет, нифига дождя нету. И, короче, жарище. Так, здесь кушать нельзя, мяч нельзя играть, руки тоже. Кормить голубей тоже нельзя. И вот такой вот спуск. Раньше мы всегда обедали вот в этом ресторане, вот темные окна. И здесь ничего не было, здесь был обзор полностью, низ. Где-то у меня фотография была. Обзор был полностью на дорогу. И сейчас это здание построили. Ну, я сейчас проходил под крышей. И вот как раз эта крыша и есть. Из-за крыши ничего не видно. Пожалуйста. Вот видите, раньше все это было видно, а теперь ничего не видно. Ну да, перестраивается. Час 30. Час 30. Так, идем на обед. Так, где вход-то? Надо сюда вниз спускаться. Ребята, я в подвале, потому что наверху очень жарко, а тут кондиционеры и тут продаются бенто-боксы, короче, ну, которые можно нагреть и покушать. Он, блин, надрывается там вообще прям. А мне надо в этот электронный магазин, короче, гип-камеру. Ух, о, блин, здесь уже потише. Так, мне надо на второй этаж, на третий или на четвертый.
Ну, короче, часы. Часы, камеры. Ну, все, пацаны, атас, короче. Тут такие вещи продаются, блин. Первое место, блин, Canon. Тут, короче, я не знаю, как вам все это передать. Фотографии везде фотоаппараты, линзы. Профессиональные. Так, ну это все профессиональные камеры. Батарейки, причиндалы, ремешки, рюкзаки. Так, здесь что? О, блин, смотрите аж. Дрон аж на полу, смотрите. Дрон. Так, где тут? О, последний писк моды, знаете, да? Этот на ТикТок это все включается. Так, где он тут? Видите, все включается. Вот так увеличивается. Микрофон. Телефон сюда крепится. Пожалуйста, вот писк моды последний. Так, здесь что у нас? Бинокль. Бинокли мне не надо. Вот дрон. Дрон я вам хочу показать. Ну, бинокли, ну вообще, блин, у меня там в Кыргызстане есть тут такие, блин, за $100 такие бинокли. Видишь, девушка покупает бинокль, блин, будет наблюдать за женихом, что делает. Так, дроны начинаются от $22 400, $3300, $6000. Вот такие вот. В зависимости от чего. Это обычный Magic 3, это что, море комбо, это вообще премиум. Так вот. Где они? Это держатели. И этот стедик, да? Это стедики. Вот дроны. Вот, пожалуйста, за $600, за $800, за $1500. Если есть финансы, это вообще я первый раз вижу. Это $1200. Ох, какой, блин, навороченный, смотрите. Вот тяжелый. Одевается маска. Короче, ее одеваете и запускаете. Так, ладно. Дроны дронами. Идем дальше. Здесь что-то камера, что ли, работает. Вот он. Вот он я. Ребята, я в подвале, потому что наверху очень жарко. А тут кондиционеры и тут продаются бенто-боксы, короче, которые можно нагреть и покушать. Он, блин, надрывается там вообще прям. А мне надо в этот электронный магазин, короче, дип-камеру. Блин, здесь уже потише. Так, мне надо на второй этаж, на третий или на четвертый. Ну, короче, часы. Часы, камеры. Ну, все, пацаны, атас, короче. Тут такие вещи продаются, блин. Первое место, блин, Canon. Тут, короче, я не знаю, как вам все это передать. Фотографии везде фотоаппараты, линзы. Профессиональные. Так, ну это все профессиональные камеры. Батарейки, причиндалы, ремешки, рюкзаки. Так, здесь что? О, блин, смотрите аж. Дрон аж на полу, смотрите. Дрон. Так, где тут?
Последний писк моды, знаете, да? И этот на ТикТок это все включается. Так, где он тут? Видите, все включается. Вот так увеличивается. Микрофон. Телефон сюда крепится. Пожалуйста, вот писк моды последний. Так, здесь что у нас? Бинокль. Бинокли мне не надо. Вот дрон. Дрон я вам хочу показать. Ну, бинокли, ну вообще, блин, у меня там в Кыргызстане есть тут такие, блин, за $100 такие бинокли. Видишь, девушка покупает бинокли, блин, будет наблюдать за женихом, что делает. Так, дроны начинаются от $22 400, $3300, $6000. Вот такие вот. В зависимости от чего. Это обычный Magic 3, это что, море комбо, это вообще премиум. Так вот. Где они? Это... это держатели. И этот стедик, да? Это стедики. Вот дроны. Вот, пожалуйста, за $600, за $800, за $1500. Если есть финансы, это вообще я первый раз вижу. Это $1200. Ох, какой, блин, навороченный, смотрите. Вот тяжелый. Одевается маска. Короче, ее одеваете и запускаете. Так, ладно. Дроны дронами. Идем дальше. Здесь что-то камера, что ли, работает. Вот он. Вот он я. Так, моя слабость. Вот написано часы. Ну не могу. У меня это коллекция часов, но все равно мне хочется просто посмотреть, что появилось, что новое. Так, это вот коробочки. Так, с чего начнем? Булгари, Шанель. Так, Сейко. Блин, по $600. Ой, какой 600? По $6000. Ну, это гранды, это специальный брендовый. Не типа 5 штук. Ну, цены лучше вам не говорить. Просто надо любоваться. Так, Сейко. И типа проще. Вот автомат. Что-то у них циферблат маленький, да? Блин, чуть-чуть побольше, потому что уже это 100, это что? Это небольшие, но... Тисот. Сейко. Вот они, Сейко Проспект. Зеленый, вообще фантастика. Вот автомат Кинетика. Подорожали, что ли, блин? Раньше они по $300 были. Сейчас смотрю, что-то по $500, блин. Зеленые, синие. Это вообще красивые. Сейко. Здесь тоже Сейко. Это Гранд Сейко. Это с GPS-ом, блин, Астрон. Так, это что? Это тоже Сейко. Блин, японцы. Сейко, знаете, да, как переводится? G-Shock. G-Shock тоже. Блин, вот они тоже по $3000 сделали долларов. Когда этот G-Shock был по $3000? Самый минимум они $100 были. Вот, пожалуйста. Конкуренция. Citizen, блин, тоже. Ай, блин, это вообще. Смотрите, как красота какая. За $1200 Citizen. G-Shock. Citizen дамские. Тут что? Это уже... Ну, это Apple.
Apple очень смотреть. Рано еще для Apple. Я еще до Apple еще не дорос. Citizen. Ты смотри, блин, Citizen какие красивые часы начали делать. Но где тут, блин, Citizen? Так, Франк Миллер, где тут Франк Миллер? Так, ладно, я прервусь, потом продолжу. Ориент. Мой дядька любил этот Ориент. У него швейцарские были. Внутри зеленые было. Он еще их получил в каком-то 85-м, 86-м году. Я тоже раньше Ориент покупал, но мне сейчас больше Сейко нравится. Так, что тут? Ну, тут выбор очень много. На цвет и вкус товарища нет. Тут вот Сейко тоже кинетик. Сейко 5, вот кинетик. Ну, механика, когда ее мотаете, она будет сама ходить. Да, красивые часы. Базара нет. Так. Гуччи. Зепплин, Фенди. Что еще? Дизель. О, дизель у меня вот. Вот этими я ношу дизель. 32. Они очень, так сказать, кому старше 50 лет, конечно, дизель они. Цифры понятно. Так, Михаил Корс. Армани. Ну, Армани они очень. Они Армани. Ну, Армани есть Армани, короче. Ну ладно, ребят. Идем дальше. Ну, короче, посмотрели. Так, чтобы купить, что-то нету. Это надо на Непомбаще, это, знаете, тоже специализированная улица есть. Туда надо ехать. Так, тут у нас телефонные компании. Все для телефона, батарейки. Косметика. Все для женщин. Смотрите, какие маски, шапочки, кремы. Ну, я так понял, это аптека. Тут Омрон, измеритель давления. Так, это измеритель температуры. Ты смотри, я думал, они дешевые, они, блин, по $600, да? Это вообще $3000. Измерители градусники, это зубочистки, блин, зубы чистить. Тут уже айфоны продаются. Это не телефонные компании. Так, где этот выход? Пакутен. Идем дальше. Блин, глаза пестрят. Ну, это если иероглифы читаете, то это не проблема. Там все четко, ясно отражено. Пожалуйста, телефонные компании. Каждый хочет вас в сеть поймать. На 2 года контракт, чтобы заключить. Ну, это не видите? Ну, да. О, камера вообще охереть. 2 штуки стоит. Sony Xperia. Тоже ничего, но вот этот меня смущает, вот этот продолговатость, блин. Но они специально сделали, чтобы телевизор смотреть, понимаете? Продолговато, чтобы телевизор смотреть. Xperia. Так, ладно, ребята. Идем дальше. Последок я магазин яблоки хочу показать. Так, компьютеры 250 гигабайт,
$1700, почти $2000. Айпады, панельные. Где тут? Где iPhone тут? Это вот блин, часы, вот. Вот он. Так. Pro Max 1 TB стоит 234 800. Это 2 года надо этот контракт с ними заключать. Это аксессуары, блин. Короче, 2500. Имейте в виду. Да, американское все. У нас иена падает, поэтому так дорого все. Поэтому так дорого. Ну-ка сейчас. Это моя 1 TB 234 800. Ну, мужик прям прибежал, блин, прям ему не втерпешь, блин. Ну ладно, ребята, яблоко яблоками. Поехали дальше. Наушники, так. iPods. Это вообще навороченный, смотрите. $400 вот этот навороченный. Так, ладно. Едем дальше. Надо выбираться с подвала. Я уже остыл. Все, выходим. Выходим. Вперед. На элеватор идешь, вот, и еще она двигается. Получается, ты 2 раза быстрее идешь, да? 5 метров осталось. Вот после этого тяжело. Сошел и тоска, блин, короче. Так, это Ханки вход. Тут тоже прохладно. Короче, подземный город. Ну, это первый этаж, это не подземка. Смотрите, как. Это людей мало. Ну, мне нравится вот зеленая люстра. Это вот вход оставили, как был исторический, с этими феями. Люди в разброд идут прям на это непонятно лево, право, вот смотрите, вот так. Хаос, короче. Надо за бабушкой пристроиться, ей будет все дорогу ступать, и я за ней. Ну и какие. Ну да, это Снупи. Он и в Москве есть, и в Ленинграде есть, и в Бишкеке есть, поэтому мне вот это вот понравилось. Зеленая люстра, живая. А может не живая, может пластиковая. Ну, ребенок только родился, блин. Она искусственная, наверное. Ну, искусственная. А я аж обрадовался, блин, думаю. Так, а тут что, дискотека? Ну-ка. О, ну это чисто советская, наша. Я помню в 77 году, когда был студентом на первом курсе, ну, в подвале у нас вот дискотека, вот она, вот, пожалуйста, блин, дети. Ну, это вообще кайф, блин, вот это подарок, блин. На мое день рождения. Так, это что? А, это вязаные, смотрите. О, размеры какие большие. С нитками, шарфик. Ну, чтобы вы поняли, сейчас я матку сниму. Видно, да? Видно, да? Ну,
вообще фантастика. Фантастика. Я отойду, а то он там будет фотографироваться. Ух, с этими масками. Тут уже солдатики. Смотри. Так, ладно, одеваем маску, потому что надо идти, заходить в этот. И тут вот написано, пожалуйста, даже на английском. Видите, маска, одевайте маски. Одели маски. Так, маску одели, вперед. Косметика. Но мне не косметика волнует. У меня вон там зеркало, видите, я иду из зеркала. Сам себя снимаю. Так, нам налево выход. Направо. Тут лифт. Налево. Направо. Блин, тут, короче, запутаешься. Ладно, поднимемся наверх. Я вышел. Там чертово колесо. Ну, вот это здание, смотрите, первый этаж. Стеклянное все, блин, до потолка. Стеклянное, да? Я отсюда, блин, вот вышел. Короче, если ориентироваться север-восток и юг-запад, то здесь не забудьте. Везде можно это разобраться. Так, ждем светофор. Какие у нее ножки, да? Ой, туфли. Сабо. Ну вот, уже побежали. Ну, они знают, видите? Так, все, идем. Ну, какое красивое здание, трехугольное. Это угол, а там дальше продолжение. Вот я перешел вот оттуда. Видите, да? Отсюда я вышел, Ханкин. Небоскреб. Короче, я оттуда зашел. Прошелся небесное это здание и вот так кругом и сюда пришел. И вот, пожалуйста, прям стекло, да, вот. О, блин, ну чувствуется, блин, сантиметров 10. Вот он. Чувствуете, да? Между прочим, музей Ленина. В 1982 году я был шофером-экспедитором на ЗИЛ-157. Мы возили из Аламедина со станции стекло на музей Ленина строили. Как раз там строился Белый дом и музей Ленина. Не Ленина, а сейчас музей, ну обычный музей. Так вот, я приложил к этому руку. Я почти там 9 месяцев мы работали, строили музей. Так что гордитесь, мои друзья, что ваш друг, блин, строил музей Ленина. Ой, не Ленина, сейчас они переименовали. Ну, я как советский человек рассуждаю. Так, ну что, возвращаемся домой. Вроде я все показал, все заснял. Вообще красота, смотрите. Если погода будет, вообще будет классно. У них что, сейчас мода, что ли, на эти платформы? Ладно, переключился я что-то. Идем дальше. Хочу вам показать. Американское посольство. Полицейский, он, автобус стоит. По углам здания полицейские с дубинками. У них эти синие бронежилеты, это против ножей. Не против пистолета. Вон там, видите, флаг. Я как-то заходил сюда визу получать дочери. Ну и с послом я
где-то 10 раз встречался, общались, русский язык изучали. Российское консульство, нам надо ехать туда дальше, Суйта, Си, в другой город. Едем дальше. Ребята, мой выпуск подошел к концу сегодня. Так, первое. Если понравилось, ставим лайки. Если не понравилось, ставим дизлайки. Если, там здание это ломать, поэтому кувалда стучит. Так, я буду делиться своим видео с Эльвирой Татарочкой, с пилотами россиянами. Ну, со всеми, я смотрю YouTube, кого я смотрю, я со всеми буду делиться. Если с кем я поделился, не понравилось, можете меня заблокировать. Я от этого ничего не пострадаю. Так. Все, кто в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Твиттере, в Телеграме, в Инстаграме, кто меня поздравляет, всем спасибо большое. Дай Бог, 62 года я прожил, постараюсь еще лет 20 пожить для удовольствия, для вас поснимать, показать вам, как живут восточные люди. Короче, я начал потеть, я прерываюсь. Всем пока, ребята. Я пояс не буду снимать, пояс я постоянно снимаю. Так, увидимся в 2025 году на Экспо. Вон, видно, да? На Экспо. Значит, пришел я в колпаке, ухожу без колпака, потому что действительно жара. Вот смотрите, течет прям. Ладно, всем пока. Всем удачи. Берегите себя от короны и от оспы.